Сегодня в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата, призванная почтить память воинов-интернационалистов. Ровно 29 лет назад в этот день территорию Афганистана покинула последняя колонна советских войск. Событие ознаменовало для Советского Союза окончание афганской войны, которая продолжалась 10 лет и унесла жизни 15 тысяч наших граждан. 80 невернувшихся оказались жителями Коми. Сегодня во всех городах и районах проходят по этому поводу траурные митинги. Прекрасно помнят этот день те, кто потерял близких и родных, выполнявших интернациональный долг. Дети, не дождавшиеся отцов, родители, братья и сестры, принявшие скорбный груз 200. Никогда не забыть страшные будни тем, кому о них напоминают костыли и инвалидные коляски. Но кроме телесных ран есть, конечно, и душевные. Война проникла в глубину, оставляя нестираемый след. Лучшие из лучших офицеров и личный состав были направлены для прохождения службы и оказания воинского долга в Демократическую Республику Афганистан. Более 14 тысяч человек не вернулось оттуда. Многие мои боевые товарищи, с которыми я учился и служил, тоже оттуда не вернулись. Я бы хотел почтить их память и всех тех, кто погиб при оказании интернационального долга. Мы вышли из Афганистана, но Афганистан навсегда остался в наших душах и сердцах. Трудно унять боль тех, кто потерял на этой войне своих родных и близких. Мы скорбим вместе с ними. Вечная память героям, не вернувшимся с полей сражений. Вечная слава. Кстати, в наши дни в республике проживают 1700 ветеранов той войны. Работает общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» и 20 ее территориальных представительств. Одно из направлений деятельности – уроки патриотического воспитания подрастающего поколения. В эту субботу в Доме дружбы народов в 4 часа мы будем открывать музей живой истории. Единственный, не то что в республике Коми, а единственный, наверное, на весь северо-запад. Мы там выставим экипировку российских солдат, начиная со времен Дмитрия Донского, кончая современными. У нас есть много интересных экспонатов, которых нет в государственных музеях. Кстати, в этот день вспоминают не только афганцев, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Родственные памятные мероприятия, приуроченные к дате, отмечаются сегодня в Беларуси и Украине.